Ну а проблемы эффективного освоения месторождений твердых полезных ископаемых на севере страны обсудили участники конференции, посвященной памяти члена-корреспондента Российской академии наук Михаила Новопашина. Мероприятие прошло в рамках 35-летия Института горного дела имени Николая Черского, рассказывает Сергей Алексеев. В начале мероприятия сотрудники Института горного дела Севера принимали поздравления от коллег из других научно-академических организаций, промышленных предприятий, министерств и ведомств. Такое количество гостей из разных регионов страны говорит само за себя. Институт не стоит на месте в своем развитии. Институт не должен замыкаться в своих границах. Мы обязательно должны проводить интеграционные междисциплинарные исследования. А они очень эффективно и результативно могут получиться, если мы будем проводить очень серьезную кооперацию. Участие в научно-практической конференции приняли сотрудники многих институтов, академических и производственных учреждений России из Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Хабаровска, Перми, Апатиты, Москвы. Доклады разные, тематика одна. Это проблема эффективного освоения месторождений твердых полезных ископаемых на севере. Одним из интересных проектов, представленных к обсуждению, стала работа коллег из Москвы. Речь идет о воспроизводстве электроэнергии из основных и вспомогательных геотехнологических процессов. То есть горная промышленность является одним из основных потребителей электроэнергии. Так вот, мы говорим о том, что часть этой электроэнергии надо компенсировать за то, что воспроизводить энергию возобновляемую в ходе добычи полезных ископаемых. Кроме того, коллеги почтили память своих старших соратников Михаила Новопашина, руководившего институтом многие годы, и Николая Черского, который стоял у истоков горного дела и промышленности республики, а также создания Института горного дела Севера. Когда стал вопрос о создании института, ни у кого не было сомнений, что это должен возглавить Николай Васильевич Черский. Он, будучи, был председателем Якутского научного центра. Конференция продлится еще 3 дня. Коллеги наметят планы совместных научных работ и изысканий, которые являются важнейшей частью дальнейшего развития промышленного освоения полезных ископаемых на севере и северо-востоке страны. Сергей Алексеев, Василий Соловьев, НВК «Саха», Якутск.